Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас 25 января 2020 года. Город Якутск. Погодка хорошая, зимняя, якутская. Сегодня по градуснику сколько? 46 градусов у нас. В общем, нормально, да? Как бы. Сейчас находимся на главной площади города. Памятник Ленина, реставрация идет, как вы можете видеть. Не знаю, как меня слышно, видно, потому что для того, чтобы камера не замерзла, пришлось ее запихнуть в чехол. Естественно, я не понимаю, что я снимаю вообще. Но у нас вот еще елка стоит. Елка здесь стоит, и мы сейчас прогуляемся с вами. Даже, честно говоря, говорить особо и неохота, потому что холод, ощущения все за 50, честно говоря, потому что ветер сегодня небольшой. И быстро очень лицо обветривается, замерзает. Смотрите, какие шикарные деревья тут возле значит, дома правительства здесь находятся. А мы дальше пойдем. Сегодня туманчик. Это нормальное явление при погоде за минус 40. Поэтому мы на это особое внимание даже не обращаем. Сегодня суббота, выходной день. Поэтому в центре машин меньше. А так обычно здесь все заставлено машинами. Все заставлено, люди приезжают на работу на машинах, ставят их под, значит, закрывают брезентом, и так она стоит у них не брезентом, а специальным утеплителем. Но это улица Кирова. Она идет у нас до парка культуры. И вот здесь вот мы видим с вами большой торговый центр, торгово-развлекательный центр Феймада. Здесь 5 этажей, вроде бы, если я не ошибаюсь. И мы сейчас туда зайдем обязательно погреться, потому что я уже замерз. У меня уже лицо ветрилось, я не могу. Здесь мы видим памятник. Им нужна наша помощь собакам беспризорным. Вот фермерская лавка, мясо, сыр, производители местные здесь свою продукцию продают. Большой телевизор такой висит. Люди купили телевизор 55-дюймовый 4К формата. Ну а мы бежим в здание, чтобы согреться. Вот тут можно постоять. Смотрите, как тут шикарно все сделано. Вход. А здесь тоже, смотрите, экспозиция. С такой штуковиной проходим. Как там вообще ровно, неровно, я даже не знаю, как он снимает. Ну вот здесь тепло. Сделано в Якутии. Здесь сувениры с Якутии. Здесь булочки. Можно покушать. И мы поднимемся на эскалаторе наверх. Вот тут еще елка стоит. Смотрите, елка. Елочка. Так, ну все, переходим. Смотрите, теплая остановка. Автобусная остановка, поликлиника номер 1. Сюда можно зайти, погреться, а выйти, да?
Сидушки есть даже. Кофе попить можно. Алмаз. Банкомат какой-то. А, там можно транспортную карту купить. Инструкция, конфеты. Короче, полный ассортимент удовольствия. Ух ты, 16 марта в Якутск приезжают Тима белорусских. Ура! Так, все идем. На Тима белорусских. Билеты от 1200 рублей. Так, это у нас поликлиника номер 1. Сегодня суббота. Еще раз напомню, поэтому вот тут вот это место, оно обычно в будни все составлено машинами, заполнено. А сегодня, поскольку суббота, поликлиника в основном-то не работает, как бы работают только какие-то необходимые службы только. Поэтому здесь пусто. Вот. Ремонт обуви, смотрите, вот такие вот будки по всему городу расположены. Здесь можно подшить унты, отремонтировать обувь. Вот написано, смотрите, толкай. Толкай. Не толкай. Ой. Так. Ну, мы погрелись с вами, я там не стал снимать, машину не ставить. В магоцентре. И теперь идем дальше. Гуляем по городу Якутску. Так, это магазин у нас Хатуаз. Хатуаз. Здесь продают колбасу, мясо и так далее, рыбу. Ну, в основном, как приоритет на мясе, на колбасе сделан. Колбаску можно, какую-нибудь вареницу по акции взять рублей за 200. Вполне съедобная, нормальная. Я брал, пробовал. Так, а нам надо вот в этот магазин ДНС зайти. Там я заказывал одну штуку, сейчас должен забрать ее, выкупить. Наверное, у вас магазины фирмы ДНС тоже есть в городе. Снимал, и ничего мне не получилось, короче. Обидно. Зашел там, проверил. Никаких у меня кадров, ничего нет. Все впустую. Из-за этого чехла ничего не видно. Что где. Так, переходик идем. Я там ходил, цирк снимал. И ничего не вышло. Что за ерунда такая? Ну, не знаю. Обратно идти неохота мне совсем. Потому что холодно. Сейчас лучше сходим на рынок. Крестьянский рынок, и поснимаем там, что хорошего есть. Что там продукты какие продают, по каким ценам, возможно, если эта камера она позволит что-то снять. Телевизор с рекламой. В такую вот погоду, честно говоря, рекламу смотреть на улице я бы не стал. Ух ты! Тут фотозона. Смотрите, люди постарались, сделали фотозона, елочка, такая необычная конструкция. Опять год 2020, и вот люди. Это в национальных костюмах. Вот. В национальных костюмах есть такие, как контуры, да, их 2020, и там сзади олень. Видно? Олень. Все обтянуто гирляндами. Елка вот такая интересная структура. Это еще и из какой-то сетки сделали. Так вот оттянули. Ну, при малом бюджете, смотрите, люди же делают что-то. И здесь, смотрите, город Якутск. Старинные фотографии города Якутска. Это начало 20-го, конец 19 веков.
так вот он выглядел, город. Так, идем дальше. Теплотрассы наши любимые, по которым вода текет. У нас нельзя, ух ты, смотрите, как окна расписывают. Видно, не видно там что. Теплотрассы для чего сделаны? Потому что у нас вечно мерзлота, холод зимой. Вот сейчас вот под 50 градусов все ощущается погода. Еще вызвали. Такое ощущение, что тут какие-то люди искусства живут в этом доме. Вот тоже. Почему нельзя делать в земле, у нас трубы прокладывать, сами догадайтесь. Вот в такую погоду, если труба лопнет, что делать? Тут у нас вечная мерзлота, все замерзшее. Смотрите, гирляндами, все тут опутано, навешали деревья, на деревья гирлянды. Что тут написано? Это поликлиника ГБУ. Смотрите, первый раз так вот вижу, чтобы вот гирлянды прямо так свисали. Ну, молодцы. Вот в такую погоду, честно говоря, украшать что-то, да? Вот как вы? Вот рука замерзает через минуту. Минуту уже рука замерзает, и все, уже невозможно ничего ей делать. 2-3, через 10 минут, если у вас руки будут просто открыты, у вас они отморозятся, и потом вам их ампутируют, и будете без рук ходить всю оставшуюся жизнь. Дома тут строят высотные, жилые. Тут тоже, вот смотрите, какой здоровенный дом построили. Рублевка написано. Столовка. Столовка Рублевка. Странное название. Но честно говоря, пришлось нос перекрыть, кто-то подъезжать стал. Так, сейчас мы зайдем. Вот здесь вот куча магазинов в этом доме. Столовка Рублевка, говорит, что, наверное, ни один рублевский уважающий все не будет в эту столовку заходить. Да и вообще в город нас не поедет. А вы поехали? Вы поехали? Люди добрые, смотрите, 50 градусов. Вам нужно вот это вот испытывать эти мучения в холоде. Смотрите, все с проводами завешено, и провода тоже. Все провода вот так вот. Так, здесь остановочка, холодненькая. А здесь филиал Сбербанка, нашего всеми с вами любимого. А мы пройдем вон сюда, в Ростор. Хотя нам надо было перейти дорогу сейчас, но я думаю, перед тем, как туда дальше идти, надо зайти погреться. Очень ощущения такие нехорошие, как бы, когда лицо замерзает. Надо утепляться, товарищи, утепляться. Смотрите, какое здание. Айсберг. Остро такое, конечное, как айсберг. Это торговый центр. Выглядит, как будто бы стена такая. Ну вот сейчас мы туда идем. Идем, и вот видите, да, уже совершенно по-другому. Такой остроконечная форма. А мы не будем туда заходить, а мы будем идти на рынок. Крестьянский рынок. Или еще у него второе название Сайсары. Рынок Сайсары. Так, ну вот смотрите, Айсберг, торговый центр. И здесь рынок. Рынок. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Машин много. Вывеска рынок.
Люди с мешками что-то набрали. О, прямо мясо лежит. Смотрите, мясо. Кусками все есть. Говядина. На улице никаких вам холодильников, ничего не надо. О, красотень какая. Здрасте. Говядинка. Ножки тут свиные или коровьи это. Все, что хотите. Колбаска. Печень. Вот сколько еды прямо на улице продают. Ну, по-моему, ой, голова целиком. Господи. И собака. Что собака делает? Непонятно. Так, ну вот это ряды с мясом. Смотрите, какие сани шикарные. Вот на таких санках можно с горки взрослым покататься. Нормально. А это у нас рыба. Сыр. Ну, какая здоровая. 900 тысяч. Кижуч, кита, сельдь, нельма, таймень, вот она. Вкусняшка, икра. Что хочешь. О, смотрите, завалы. Завалы рыбы. Тут ягодки у нас продают. Можно ягоду, бруснику и так далее прикупить себе. Слышно? Нет, я даже не знаю. Смотрите. Вот так вот рыба у нас продается. Просто на улице. Карась вот от 180 рублей. Угу. Карасики от 160, да? От 160 карасики, да, у вас? А, сыр, мельма, миксун, все, что хотите. Селедка 120 рублей, да? Это брикетом. А, брикет сколько весит? 6,5 килограммов, да? Ага, понятненько. Хорошо. Ягода. О, даже, смотрите, вещи какие-то. Ну, вы видели, в минус 46, чтобы на улице вещи продавали. Свитера, рубахи. Да, ага, я смотрел. Спасибо. Жалко вообще продавцов, конечно. Но что сделаешь? Капитализм сейчас, жизнь суровая. Приходится вот стоять на улице, мерзнуть, рыбку, мясо продавать, даже вещи. Так, а здесь у нас клюква лесная, ежевика, вишня, брусника, облепиха и так далее. Ну вот то, что на улице это все продается, это, конечно, еще скидочка, то, что не в помещении получается. Холодильников не надо, просто выложили, и она уже не оттает здесь. Говяжьи ноги. Вот так вот взвешивают рыбку. Такая рыбка больше, там несколько килограммов весит. О, даже сидят на стульях. Даже сидят тут стулья и сидят. Рыбу берем, рыбу? По 70 рублей, смотрите, карасик. Мелкий, правда. Какая рыба? Да. Да. Смотрю, приглядывают. Чир по 500, по 450. А, там тоже, да? Ага, хорошо. О, как много рыбы. Нельма по 700, венок по 500 и так далее. Такие вот весы здоровые. Можно целый мешок рыбы купить. О, а это заяц. 1500. 1500 заяц. А одна штука. Молоко. Молоко, смотрите, вот такое замороженное в этих продают. Колбах, заяц. А вот заяц тоже вот это вот. Колбах. Семга кусками 1 кг 1200. Вот. Сыр, карась, 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 карась.
Много карася, да. Налим даже есть. По 150 налим килограмм. Объесться можно. Черп подлетка 1000. Ну, короче, от 600 перец, 350, 250 даже вот можно купить. Окунь 100 рублей килограмм. И ягода тут вот 200-300 рублей. Вот такой вот рынок. Сейчас я сниму вам общий вид. Вот у нас въезд, главные ворота. Смотрим, машины приезжают. Конечно, много машин. И вот близко рынок. Здесь у нас, туда дальше, если пройти, вот это ряды на улице. Здесь продают мясо, рыбу, ягоду. А там дальше уже в помещении все продают. Все то же самое, но, естественно, уже немножко другое. Так, что-то я наговорил, сам не понял. Ладно, видать, у меня уже мозги замерзли. Надо зайти погреться. Ой, опасно. Я надеюсь, у меня все выйдет, съемка. Не зря я ходил. Вот еще одна ледовая композиция. Что это здесь такое? Надпись ИДР 2019. Что-то кони здесь изображены. Вот такая вот лампа подсветка. Вот это вот она будет стоять до весны, пока уже плюсовая не начнется температура в городе. Ой. Так, все. Забегаем в здание обязательно. В здание забегаем и греемся. Минут 10-15 походим, отойдем от мороза замерзшие сосульки и потом дальше. И так вот перебежками из тепла в тепло. Вот человек бежит, бегут на автобус, а нам надо семерочку подождать. Пока можно походить, поснимать красоты. Вот тут вот дом такой вот старый, деревяшка какого-то лохматого года. И у него еще такая есть интересная, там спереди вот тут вход такой, короче, там балкон даже есть. Сейчас мы его поснимаем, его, наверное, скоро уже снесут, потому что во всем доме, смотрите, вот все, тут вот на верхнем этаже еще там 2 окна светятся, и все. На первом этаже все уже пусто. И это для любителей старины. Для любителей старины, если смотрите, какой тут балкон, вход, вот, смотрите, такие даже как колонны, да, из дерева. Вот, наверное, раньше дом-то шикарный был какой. Какая-то надпись. Можно зайти. Тут постоять можно. Доски нету здесь. Кто любит такие съемки? Он 41. Все, семерка моя едет. Мне надо бежать на семерку. Семерочка, вон она. Видите, семерочка. Все, я пошел.